Я Алтынай Мельбекова. Это проект «Платформа», и мы начинаем. Добрый вечер. На канале НТС стартует новый проект под названием «Платформа». Добрый вечер, эксперты. Добрый вечер, дизайнеры. Я очень рада присутствовать, быть в компании столь амбициозных личностей. Амбициозных действительно много, но победителем станет лишь один. Человек, который поедет в Санкт-Петербург на неделю этнопоказа. Давайте ознакомимся с экспертами. Гульмира Бектимишева, член Международного союза дизайнеров. Елена Хусаева, член Международной гильдии дизайнеров, фэшн-журналист, Fashion Industry. Джалилова Ани, дизайнер, художник, основатель бренда Эльде Джок. Алим Серебров, стилист. Так, уважаемые дизайнеры, рад вас всех видеть здесь уже в мастерской. Вижу на ваши работы, так, мне кажется, очень будет много чего интересного. Ну, время пошло. В 6 часов вы должны уже все закончить. Удачи! Проект «Платформа» был создан для поддержки молодых и талантливых дизайнеров, чтобы дать им возможность показать себя и свой талант всему Кыргызстану. Победитель поедет в город Санкт-Петербург и примет участие на конкурсе дизайнеров «Этномода». Первое задание проекта называется «Нетрадиционный материал». Дизайнеры должны создать образ в течение 6 часов из нетрадиционных материалов – бумаги, целлофана, пластика и так далее. Свои образы дизайнеры делают в просторах Национальной академии художеств Кыргызской республики. Я вдохновился подарком. Там обычный подарок такой квадратный. Там идет лента такая. Вот. У меня в эскизе получается, это как девушка, получается, девушка это подарок коробочный, а вот этот вот часть, это получается ленты. И я, в общем, вдохновился на обычный подарок, но только этот подарок будет черного цвета. И у меня в основу уходит туалетная бумага, но потом, когда при выходе модели не будет там видно туалетной бумаги, такой будет черный силуэт просто. И немножко у меня в коллекции присутствует сексуальная часть. Это какие-то части фигуры будут просто открыты. И вот эта лента будет сама интимные места будет прикрывать, самое главное. И у меня мужской образ, это будет мужской костюм. Я шью из пакетов и сумок дорожных. Вот. Это будет не авангард, это будет такой образ, что зрители не могли понять, что это из нестандартных материалов. Зрителям это будет казаться, что это из обычных материалов. Я хотел добиться того эффекта, чтобы зрители не понимали, что это не из стандартных материалов. Коллекция этого дизайнера была из клеенки. Мне это вдохновило, и я себе тоже клеенку взяла. Я еще фольгу взяла, клеенку, половую тряпку, красный скотч. Думаю, она мне понадобится. Уважаемые дизайнеры, уже 6 часов. Это значит, что у вас время вышло, и вы должны остановиться на тех этапах, на которые вы дошли. И увидимся на показе. Желаю удачи. Уважаемые дизайнеры, вам на этой неделе надо было создать образ из нетрадиционных материалов. Посмотрим, каков результат. Пригласим на подиум ваших моделей. Перизат. Материалом для образа была мешковина песочного цвета. Этника в авангарде. Источник вдохновения была алайская царица Курманджан Датка. Дизайнер хотела объемами передать силу царицы. Главным элементом является головной убор со многими складками.
Сеил. Образ выполнен из салофана, платье неровной длины с асимметричными краями. На платье имеются рисунки из бейки, иллюстрируя человеческий силуэт. Айгирим. Несочетаемые ткани сочетаемы, напоминает тенденцию моды Японии. Платье сшито из клеенки, фольги и бязи. Айбек – мужской костюм из пакетов. Образ был создан из нетрадиционных материалов, где дизайнер показал идеальное сочетание пакетов и салофанов. Улан – принцесса в серебре. В этом наряде при помощи рентгеновских снимков было сшито блистательное платье. Дин. Надев такой наряд, можно выделиться, блистая из серой толпы. Образ в casual стиле выполнен из красочной клеенки, прозрачной клеенки и черного салофана. Образ симметричный, состоит из 3 частей. Макс. Стиль авангард. Силуэт подарки. Брюки сделаны из обычной черной клеенки. Верх очень мелкий, кропотливо сделан из туалетной бумаги и покрашен баллоновой краской. На вид напоминает чешую птиц. Нурбек. Образ в стиле авангард. Он был создан из клеенки и красок белого и серого цвета. Использован трафарет для получения узора. Источником вдохновения явился беркут. Приглашаем первого дизайнера Перизат, ее модель Карину. Здравствуйте. Перизат, расскажите немного о своем образе, чем вы вдохновлялись? Источником моего вдохновления была алайская царица Курманджан Датка. Хотелось показать объемами, формами силу нашей царицы. Отлично. Есть ли мнение у наших экспертов? Гульмира Бектимишева, что вы можете сказать? Я думаю, по цвету и по выбору материала это грамотно.
Спасибо. И этностиль как бы выдержан. Единственное, я могла бы поспорить по объемам. Вы должны по объемам поработать, потому что если вы делаете доминанта на головной убор, то где-то оно должно быть доминировать, понимаете? А у нас получается объемы везде, по всему костюму. Поэтому в следующий раз вы эти пропорции костюма должны соблюдать. Хорошо. Если доминанта, то доминанта должна быть единственная. Елена Хусаева. Я хотела бы отметить, что вот до тех пор, пока дизайнер не сказала, что это все-таки азиатская этника, я себе представила совершенно другой образ. В моей голове это что-то европейское средневековье, возможно, эпоха Возрождения. Но очень многие детали относят к этому. Этностиль все-таки, мы можем долго об этом говорить, все-таки не такие расширения, там подолов, рукав. В целом мне очень понравилось вызывало только вопрос у меня вызвало только действительно немного дисгармоничный. Хотя я понимаю, что человек думал. Вы насчет пропорций. Акцент головного убора, я тоже сразу это поняла, что это основная деталь, но в то же время все-таки действительно то ли роста не хватило модели, то ли еще чего. Ну вот как бы это является небольшим минусом. Все остальное достаточно гармонично. Мне нравится цвет решения, мне нравятся современные накладные детали. И в общем-то, решение в целом выполнено. И я вот даже поделилась мнением, что я сразу поняла, что это наработки были прежние. Вот сразу понятно по работе, что это зрелая работа, в том смысле, что уже были сделаны какие-то наработки раньше. Отлично. Ани, что вы можете сказать? Мне нравится головной убор. Материал в целом нравится, я бы даже могла сказать, это действительно авангард, можно сказать, креативная по сей день. Этот образ мне чем-то напоминает, я не знаю, образ какой-то пустыни. Есть что-то такое современное. Да, согласна. Да, но хотелось бы сказать, что эта уже идея, по-моему, у нас в Кыргызстане приелась. Хочу пожелать передать, чтобы она искала еще более новые идеи. Этот образ мне нравится. Что можешь сказать, Алим? В целом мне очень нравится, просто цвет, если был бы чуть-чуть яркий оттенок, я думаю, было бы очень еще более акцент, не только головной убор, да, а еще какой-то цвет, не знаю, мне было бы классно смотрелся. Но я как человек, не разбирающийся в таких нетрадиционных материалах, скажу, что это прям роскошно, очень необычно, красиво. Вот, желаем тебе дальнейших успехов, надеюсь, работы все будут лучше и лучше. Спасибо. Спасибо. Приглашаем второго дизайнера Сииль и ее модель Наниту. Сииль, наверное, все заметили, что отсутствует нижняя часть одежды. Это так задумано или у вас просто не хватило времени? Нет, у нас задумка такая. Получаются красные носки, черные туфли и черное белье. Это как бы сексуальность и страсть показывает. Елена Хусаева, что вы можете сказать? Ну, в первую очередь, я для себя отметила хороший силуэт, нетрадиционность материала тут подчеркнута. Я даже обратила внимание, что две разные фактуры вот этой вот прозрачной вещи. Это тоже первая плотная, жесткая, вторая летящая. То есть это все сработало. Лично мне, то есть этот эротизм, он просматривается абсолютно верно. Действительно, я тоже отметила красные носки. Единственное, что для меня, я думаю, что если такую модель выпускать в показе, я предполагаю, что смелость, возможно, нашей страны нет, но если для международного показа, она должна, видимо, должна быть, извините, в черных трусах и без верхней части вообще. Только тогда, и я считаю, что это минусом, допустим, на нашем таком кулуарном просмотре, возможно, это обосновано, но я считаю, что если бы она была без белья или в подчеркнутом бюстгальтере, допустим, выбранном вами как то это был дизайнер, бы более улучшенный, это было бы не то, что лучше, была бы понятна больше ваша мысль. Здесь вы немножко скромностью своей посадили, есть такой момент. Или хотя бы вот это бюстье, да, вот эта вот нижняя часть, я не знаю даже, как ее назвать, майка, тогда она должна была носить более откровенный в данном случае характер. Мнение Ани? Вспомнила группу «Время и стекло». Вы, наверное, знаете, да, это очень динамичная такая взрывная группа, можно сказать, бомба. Вот у Сииль есть, в этом костюме есть какое-то, я не знаю, начало бомбы, но, мне кажется, можно было бы еще обыграть формами, не хватило форм.
А в целом ярко, сочно, красиво, эротично. Спасибо большое. Актуально. Что скажет Алин? В целом очень шикарно смотрится. Я бы сюда бы добавил бы нижний красного цвета, да, белье, да, это было бы очень шикарно. Почему? Потому что здесь... Сочетание с носками, да? Очень было бы классно. Вот. Я очень жду. Да. Всем Спасибо, понравились да, носки. очень красиво, да. Спасибо большое, Сииль. Спасибо вам. Провожаем Наниту. Приглашаем третьего дизайнера Айгерим и ее модель Диану. Как называется образ? Чем вы вдохновлялись? Меня вдохновила одна коллекция одного дизайнера, неизвестного. Именно вдохновило то, что он использовал в своей коллекции прозрачную ткань, клеенку. Тем более она сейчас очень в тренде, и я вот пыталась ее как-то обыграть. Она у меня почти везде используется. Она у меня основная ткань. Я вот дополнила фольгой. Она у меня как бельдемчи идет, можно сказать, и юбка. Очень красиво завязано. Что скажут эксперты? Я думаю, вот здесь все-таки прослеживается, опять же, в пропорциях национальный костюм. Вот я вижу здесь, видимо, опять же, подсознательно вы сделали такой стилизованный бельдемчи. Вот, и верхняя часть уже более к современному дизайну относится, да? Это как бы использование, опять же, народных пропорций в современном стиле, да? И он получился такой вот довольно-таки функциональный и в то же время цветовая гамма, можно сказать, космическая, да? Космическая. Вот из того, что было. Так что техническое исполнение на уровне, а вот образное решение. Я хочу вот просто задать вопрос вам, чем вы мотивируете? Вот как ты можешь объяснить, что ты хотела вот выразить в цветовой гамме? Как? Япония, я могу сказать. Япония, Да, вот очень, да. Вот сейчас она это мне про... по духу близка очень. Вот да, теперь вот понятно от стало, кимоно что-то, да? Да, вот. И рукава у меня тоже, вот тут вот тоже закрыты. Да, рукава, да. Что скажете? Ну Елена и в то же Саева? время как бы вдохновлялась кимоно, а получился как бы киргизский национальный костюм, но в современном каком-то космическом варианте, да? Спасибо. Елена Хусаева, что вы скажете? Еще во время прохода я обратила внимание, первое, что мне пришло в голову, что эскиз, вот, который я держу в руках, он намного интереснее, чем исполнение. Ну, это мое мнение. Выбранная вот эта вот техническая фольга, она позволяет большую пластическую вариацию. Мне показалось, что здесь немножко есть то ли спешка, то ли нехватка чего-то, не знаю. Мне кажется, недоработаны возможности материала, это первое. Второе, мне кажется, совсем нет воздуха. То есть вот здесь, когда в эскизе набросано что-то, я думала, это какая-то сетка, проволока или что-то, я ожидала вот этого. То есть воздух перекрыт полностью, тут, возможно, были даже прорези, возможны. Ну, то есть как бы пластичность самого материала вас никуда не повела, вы использовали только внешнюю ее сторону и все. Вот это является минусом. По цветовой гамме я тоже не скажу, что меня впечатляет. Даже в таком сочетании, не знаю, вот что-то... Контраста не да, хватило. контраста не хватает немножко. Над этим надо работать. Для вас это выдержано, да? Нет, я не сказала, что выдержано. Для меня это сдержано. Сдержано, и в то же время я бы не сказала, что в нем есть большой интерес. Вот, то есть, как бы сказать, по сравнению с другими моделями, да? То есть я хочу подчеркнуть минус, потому что для дизайнера очень важно знать, куда дальше Есть к чему двигаться, стремиться. как работать. Воздуха чуть-чуть, может быть, не за счет того, что я сказала про прорези, какие-то еще возможности какого-то воздуха. За счет чего, не знаю, думайте сами. Ани? Поиск формы мне нравится, формы интересные. Вот только мне кажется, вот действительно, Айгерим, наверное, не хватило времени, да, чтобы полностью
показать нам законченный вариант своей идеи. Насчет ткани могу сказать, что вполне нормальная ткань, как бы, но думаю, Айгерим надо еще поработать. Есть к чему расти, Есть да? к чему стремиться. Алим? В целом очень хорошо, но также я хочу сказать, что цветная гамма очень сухо, да, нету такой акцент. Я просто вижу целый один такой серый цвет и все. Но мне кажется, надо доработать еще больше. Спасибо, Диана. Спасибо. Приглашаем 4-го дизайнера Айбека и его модель Нурбек. Такой же вопрос. Каков образ? Чем вы вдохновлялись? Здравствуйте. Нашим заданием был нетрадиционный материал. Я хотел сделать такой образ, чтобы это не было видно, что это нетрадиционный материал. Это в данном случае это пакеты. Я хотел создать образ такой городской, такой, чтобы он мог выйти на улицу в таком образе, погулять, да, и так, скажем, гулял и пошел дождь, и он надел такой дождевичок, да, такой интересный. Этот дождевичок легко снимается. Ну, правда, не скажешь, что из пакетов сделано. Да, я хотел добиться этого эффекта. Я сделал, мне хватило времени сделать и сумку, и тапочки. Сумочка тоже снимается. Неужели можно создать такой образ за 6 часов? Ну, не это знаю, вполне мне реально? 6 часов хватило. Хватило, да? Что скажут наши эксперты? Гульмира Бектимишева? Я думаю, для нашего города довольно-таки актуальная вещь. Актуально? Да. Ну, чтобы молодежь привыкла, клетка тоже как бы сейчас в фаворе. Поэтому образ не фантазийный. Да. Хотя накидка, конечно, задает какой-то тон. И почему вот такой объем, и если такой объем, почему нет капюшона или зонтика, да? Вот. А в остальном это обычный функциональный городской костюм. Но не бишкекский, а где-то в Милане, наверное. Милан. Елена Хусаева? Ну, в авангарде. Да, я тоже отметила сразу, что выбран материал, который дал возможность дизайнеру поработать над скрыванием его такого технического назначения. Это я отметила как плюс. Даже я посмотрела, как там, за счет чего крепятся шорты. То есть тут даже соблюдены некие тенденции сегодняшнего дня, вот эти резинки и кнопки. Я эту модель выделила как одну из лидирующих, хотя действительно фантазийности в ней немного, но вот эта казуальность внутреннего костюма, она достаточно актуальна и действительно. И, конечно, очень большое внимание на отработку, на исполнение, потому что даже из такой ткани костюм сидит, что называется, да, что очень сложно посадить костюм, да, тем более за 6 часов. Необыкновенная вот эта вот тальма, вот это называется тальма, вот эта часть, это плащ, да, то есть без рукав, плащ без рукав, который как накидка, тоже нас относит к какой-то исторической детали костюма, да, какой-то средневековой. Здесь, ну, мне кажется, я абсолютно дизайнера не знаю, но мне кажется, что здесь вот некая такая эклектика сошлась, да, которая тоже сейчас очень в тренде, когда человек показывает свою образованность, что я опять отмечаю как плюс, то есть знание истории костюма, что немаловажно, и в сочетании с сегодняшним абсолютно днем. Ну, здесь только одни плюсы. Отлично. Ани? Мне нравится комплект Айбека. Как говорится, все при себе. И сумочка при себе, и тапочки, и мусорный пакетик, который превращается в плаща, как говорится. Можно и мусор туда частично положить. Все только в пользу. Мне нравится. Алим? Я бы позволил себе так одеть, по улице походить. Я сам гламурный парень, поэтому я бы одел бы этот костюм. Отлично. Главное, что никто не скажет, что это сделано из пакета. Да, это пока не услышал. Я когда увидел, я думал, это последняя коллекция Gucci, да? Да. И, спасибо. Или Дольче Габбана. Отлично, Айбек, спасибо. Спасибо, Нурбек. Провожаем вас. Приглашаем 5-го дизайнера Улана и его модель Лизу. Улан, такой же вопрос, каков образ, как он называется и чем вы вдохновлялись? Небесный принцесса образын көрсеткім келген.
основном, ну, біздің тканьдар слишком рентгенный пленкасынан жасалған полностью. Вот бізге слишком ауыр болды жасашы. Бірақ образдан біз 50% беріп атам бұл жердечи. Толық біздің уақытымыз 6 саат. Тар болғандықтан? Ошондуктан көп нерселерге жетишпей алдыңыз, э? Азыр ойлогон оюбуздун, идеяларыбыздын 50% көрсөтүп атабыз азыр. Экспертті угуп көрөлү, Гүлмира Бектемишева. Наверное, все-таки у вас получилось, особенно техническое исполнение, видимо, очень сложное было. Вот, и материал был выбран, в принципе, интересно. Сочетание вот этого вот стали с кружевом тоже хорошее решение. Органика. Вот, и вкрапление какого-то цвета рубинового тоже прекрасно. И, в принципе, я думаю, что образ очень интересный. И можно спинкой повернуться. Спинкой повернуться? Вот, видите, очень много деталей, в принципе, тоже эклектичная. Интересная такая. работа, Здесь да, по вашему мнению? Да, здесь очень много стилей и из исторического костюма, из национального. Просто я хотел Единственное, немножко вот вам, если бы вы добавили еще мягкость и прозрачность где-то, он бы задышал. А сейчас он похож у вас на... Рыцарский. Да, да, такой, как доспехи, или вот даже есть такие вот... Елена Хусаева. Броня такая. Ну, в целом очень гармоничный и по цвету, идея очень интересная. Ваше Молодец, мнение? Влад, да? Я тоже здесь, вот у меня тоже одни плюсы. Хотелось обратить внимание всех на то, что наш главный критерий в работе дизайнеров, что на эскизе, то и на показе. Потому что мы очень часто идем на поводу исполнителей, да, или сами где-то муклюем, когда исполняем, то есть немножко подтягиваем в более какую-то другую сторону, скажем. Вот здесь полное совпадение, что меня удивило, то есть и в хорошем очень смысле обрадовало. То же самое, вот мне чуть-чуть не хватает воздуха где-то, хотя все остальное просто отлично. Я даже задумалась, из какого же это материала. Вот эта металлизированность вам удалась очень. Да. И тоже я хотела бы повернуть спиной, если можно. Для себя я отметила, что мне бы показалось, да, вот это нанесение, которое вы нашли, вот каким-то экспериментальным путем, да, вы нашли, я понимаю, как это сделано. Если бы вы пошли, может быть, больше было бы чуть-чуть времени, если бы вы пошли путем доработки материала полностью так, оставив кружево в покое, да, мне кажется, он бы тогда вообще дорос до какого-то вообще хорошего профессионализма и общей концептуальной какой-то идеи. Потому что, ну, для меня лично, мы же знаем, откуда все эти материалы, каковы они на ощупь, поэтому для меня лично чуть-чуть сажает вот это вот использование самого кружева. А если бы вы нашли возможность порезать вот по трафарету, да, это вообще можно было сразу в показ куда-нибудь. И это бы самое действие добавило бы и того воздуха, которого нам чуть-чуть не хватает здесь. Да? Все остальное, моя коллега вот уже отметила все, и историчность, и эклектичность, и действительно рубин этот я отдельно написала, то есть это вот такие вот мелочи, на которые вот обращают внимание профессионалы. Все. Очень лаконичен. Ну, конечно, для показа я бы додумала ноги, я бы додумала колготки. Чего-то не хватает, да? Не то, что просто нельзя с голыми ногами выпускать вообще, а здесь, конечно, просятся какие-то колготки, может быть, отдельного цвета, может, отдельно сделанные, ну, что-то вот такое. Все остальное отлично, у меня тоже одни плюсы. Отлично. Аня? Такое ощущение, словно Жанна Дарк здесь стоит в современном облике. Мне нравится, сделано очень конструктивно. Вижу, Улан, вы архитектор одежды. Вот в целом все мне нравится. Единственное, может быть, сзади нужно было кое-что доработать, да, какие-то замашки спрятать. А так я могу сказать, что мне нравится. И, наверное, может быть, опять же, не хватает по пропорциям, может, модель нужна была длинная. То есть повыше. Повыше, да. Да, повыше. Да, а так мне нравится. Алим? В целом очень шикарный образ, и
мне нравится. Просто я хочу еще подчеркнуть тот момент, когда все прям серый цвет, и ноги, конечно, надо было доработать. И единственный момент, и либо рукава, какой-то оттенок было бы добавить, это было бы очень шикарно. В целом нравится. Ну, за 6 часов делать такую работу, я, конечно... Достойная работа, да, можно сказать? Спасибо большое, Улан. Присаживайтесь, провожаем вашу модель лица. Приглашаем 6-го дизайнера Нурбека и его модель Викторию. Расскажите про свой образ, чем вы вдохновлялись? Здравствуйте, дорогие эксперты. Я вдохновился на Беркута, так как является нашим символом Беркут, и немножко добавил этники, узоры, как в трафаретном варианте. Так, воздушно сделал, чтобы немножко авангардно смотрелось. Прям чувство легкости в образе. Что скажут эксперты? Гульмира Бектимишева? Ну, я думаю, эта модель немножко перегружена, как бы пересчет идет большой. Простое, можно сказать. Да. И, с другой стороны, трагичное. Образ хорошо, в принципе, сочетается в динамиках, когда человек двигается, это идет какая-то игра, а в статике, конечно, он не смотрится. Вот, поэтому в целом он весь, можно сказать, раздрызган. Елена Хусаева. Но мне тоже здесь не хватает некой целостности. Вот этот момент есть. Но воздуха, о котором мы говорим, достаточно. Мое мнение, что это такая начальная студенческая работа, когда мы ищем и пробуем материал. Возможно, я ошибаюсь, наверное, вы студент начальных курсов. Возможно. Но могу ошибаться. Мне не хватает, вот что-то не собралось. Все идеи мне понятны, и птицу я прочитала сразу, и, возможно, это национальная птица я тоже прочитала сразу, но не хватило доработки какой-то образной, вот в самом крое, я бы сказала. Немножко здесь вы упростили себе какую-то задачу, и выбор материала, хотя он на поверхности, конечно, из чего нам еще делать, если не традиционный, но этот материал тоже позволяет другие возможности, особенно когда речь идет о птице. Хотя в то же время лаконичность, прикрытая перьями, возможно, присутствует. То есть мысль вашу я читаю, но мне тоже не хватает здесь и исполнения, качества исполнения, также не хватило цветовой и трагичность, действительно, сочетание черного и красного. Во-первых, для меня лично это какое-то прочтение какой-то китайской идеи, потому что это их любимое сочетание, даже в бытовой одежде. А для нас все-таки, для азиатов, для нас все-таки это трагедия. Ну, хотя, возможно, это была и ваша идея, возможно, что я отношу к плюсу, но в целом видении он не играет как образ пока. Работать есть куда. Аня? Действительно летает, когда ходит костюм с моделью. Мне нравится верх, как все продумано, но мне кажется, низ нужно еще доработать. Нурбек вижу очень смело, очень дерзко, черное с красным. Вижу, какой вы дерзкий. Но мне кажется, нужно было бы даже частично добавить крылья. Низ можно было бы действительно доработать. В целом, да, к сожалению, из-за нехватки времени многие дизайнеры не могут воплотить свою идею в полной мере, поэтому какие-то детали, наверное, еще не доработались, да? Но в целом смотрится очень круто. Что скажет Алим? Образ, я, конечно, могу сказать, что хорошо, но можно было сделать еще лучше. Почему? Потому что действительно чуть-чуть недоработанные моменты есть. Вот, красный, черный и серый сочетание чуть-чуть, но не сочетается, да? Вниз. Если вниз я вижу красный цвет, то вверх в общем нету, да? В целом... Точечка есть красная. Да, я вижу, но это очень мало, да. Поэтому можно было доработать. Спасибо, Нурбек. Спасибо, модели Вики. Провожаем вас. Приглашаем 7-го дизайнера Махсата и его модель Зухру.
Таков же вопрос про образ, про вдохновение. Мое вдохновение было такой коробка квадратная, и там лента вот так обернута, как подарок. И сзади есть лента еще, ну типа ленты была. Сделана из туалетной бумаги. Очень так кропотливая работа была, на нервах. Заметно. Ну, я думаю, идея очень интересная. Хотелось бы, конечно, выразить вашу идею и вдохновение более как бы зацепленное за какие-то, может быть, сказать, рамки. Но вы не можете выразить это. А я думаю, что модель очень современная, в то же время вы вдохновлялись, наверное, какими-то историческими костюмами. Вот. Само техническое исполнение прям, я думаю, что на высоте, потому что где-то вы использовали стиль курак, но и грамотно очень решен верх с низом, потому что акцент верхней части костюма имеет такую действительно очень дерзкую и очень основательную точку, которая действительно акцентирует. Вот. Модель очень интересная, современная, видимо, вы просто интуитивно работаете, выразить как бы не можете это все. Да. Молодец, Максат. Елена Хусаева. Никаких претензий у меня нету ни по гармоничности, ни по балансу. Да. Все отлично. Опять же, полное совпадение, что на эскизе, то и на подиуме. Единственное, что мне показалось, возможно, это тоже отнести к нашему менталитету, но вы все-таки сейчас конкурс творческий. Вот все-таки в эскизе эротизма заявлено было больше вот в этой вот седалищной части, скажем так. Да. Я думаю, что вы намеренно ее там немножко как бы сгладили. И спиной можно повернуться тоже. И когда модель ходила по подиуму, я не могла понять, что это. Думаю, что это за выкраска такая интересная получилась, что он покрасил. Я хотела объемнее сделать, но не получилось. Да. И я почему-то подумала, что это все-таки какая-то ткань техническая, но никак не ожидала, что это туалетная бумага. Это тоже плюс огромный. И вот об этой модели я думала, это птица. Это птица какая-то острая. Да. Забыл сказать. Ну, просто Максат сказал коробка, и тут как бы птица. А там все вот так вот, размешку. Я его прекрасно понимаю даже без его слов, потому что его мысль вся видна нам в исполнении. Даже то, что подстрочено красным, вот у нас подстрочены брючины красным, я даже это увидела. И все это работает очень именно тонко, на это. Да. Очень тонко. То есть это, мне кажется, большое будущее. Аня что скажет? Продуман полностью, начиная от мейкапа, завершая красными нитками. Мне нравится, но я думала, что это, скорее всего, можно сказать, женщина Дракула. Что-то в этом роде. Ну, летает тоже, да? Да, вот все полет летает, явно. порхает, но в то же время она такая стальная, черная. Да. Мне нравится. Действительно. Сама модель. Я могу сказать, что Максат, вы действительно... Стиль очень шикарно, мне нравится, сексуально, при этом очень скромно. И сзади, когда она проходила, я думал, это реально вот, что она вот летает, девушка смотрится очень шикарно. Молодец, Максат, у тебя очень отличная работа, Максат. Да, провожаем тебя и твою модель Сафро. Приглашаем последнего дизайнера Адалбека, его модель Фатиму. Вот такой образ у вас получился. Расскажите немного о нем. Здравствуйте, уважаемые эксперты. В этом образе я вдохновлялся изменениями нашего города, изменением стиля некоторых наших людей в городе. Хотел также показать, как я умею работать именно с материалом. И я видел этот образ не из традиционного материала, а более уже из обычных материалов, с которыми мы работаем. Я вижу тут готовый образ, который я хочу, который бы я хотел увидеть в городе, чтобы он блестел, чтобы на него все смотрели, чтобы он бросался в глаза, чтобы образ не был простым, чтобы он вызывал на себя внимание. Я думаю, что в цветовом решении, конечно, это ярко, черное с золотом. Вот.
Это клеенка, наверное, да? Да. Нижняя Похоже. часть, да, сверху. Ну, в принципе, если это будет с традиционных тканей, то это абсолютная вещь, которую можно купить на Дордое, да, или где-нибудь еще, в каких-то наших бутиках. Но нам бы хотелось, если вы работаете не с традиционными тканями, ну, даже не тканями, а с материалами, вы должны все-таки смелее искать какие-то формы, которые не встретишь в жизни. Вот. Поработать, пофантазировать вам как раз вот, может быть, даже где-то и приклеить, и может быть, где-то даже прибить. Ну, что-то вы должны были найти новое. Потому что действительно клеенка, вот выбранная вами, да, вот это очень праздничная, очень в нашем менталитете, который укладывается. Актуальная. Актуальное, да, и вот это золото, тиснение. Но оно, конечно, позволило бы вам вообще фантазийные вещи. Я материал отметила. А исполнение тоже положительно. Но вот действительно фантазийности не хватает. Хотя вот с бюстье вы поработали тоже неплохо. То есть вот работа такая с материалом, она дает всегда вот такой неплохой эффект. Вот эта вот сборка, буф, да, вот этот очень хорошо, особенно на таких стройных моделях. Очень нравится цветовое сочетание вот именно костюма. И Адылбек, как вы хотели, чтобы то есть образ акцентирующийся на улице, я думаю, вполне вы это смогли передать. Вижу у вас техническое исполнение супер. Все продумано, вплоть до пуговиц, вплоть до строчек 0.1, вот вижу, да. Но, может быть, я вот смотрю, верх он более такой современный, хочется туда, я не знаю, брючки, да, на высокой посадке, там, облегающие брючки, там, сейчас, как у нас, да, например, Гуччи рекомендуют, да, например. Раскрученные брюки, да, и может быть юбочку наоборот, вот как раз таки золотистую можно было сделать более пышную, но коротенькую юбочку. И это вот действительно как раз таки и современный удивит стиль, да? Бишкек, Кыргызстан, да, это будет действительно новое, молодое. Мне нравится. Кстати, я точно, вот это, вот даже если бы я не видела, кто дизайнер, это именно мужской взгляд на женскую моду. Верно подмечено. Алим? В целом получился у тебя в стиле Versace. Я так сразу увидел, и мне так. Но не хватает что-то новое. То есть образ в целом. То есть это просто обычные вещи, можно, да, посмотреть, да. Но что-то новое, чтобы сказать, вау, это круто, да, я этого не вижу. Спасибо, Адылбек. Спасибо, Фатима. Провожаем вас. Дизайнеры покидают зал, жюри уходит на совещание, а после рекламы проект «Платформа» мы узнаем, кто самый сильный, а кто покидает проект. На первом задании проекта дизайнер, который окажется самым слабым, получит желтую карточку, что дает ему право поучаствовать на следующем задании проекта. Он продемонстрирует свой образ на показе, тем самым получив второй шанс остаться. Или же он покидает проект, не участвуя во втором туре. Это проект «Платформа». Жюри вынесло свой вердикт. Сейчас мы узнаем, кто самый сильный, кто заслужил высокую похвалу жюри и кто оказался более слабым, чем остальные. Сейчас я назову имена дизайнеров, которым надо сделать шаг вперед. Улан, Айбек, Махсат и Айгерим. Кто-то из вас стал самым сильным, а кто-то из вас покинет проект. Эксперты дали 3 дизайнерам высокую оценку. Решение принять было нелегко. Мы достаточно серьезно посовещались, посчитали баллы. У нас наметилось 3 лидера, которые практически по баллам друг от друга не отстают. Хочется поздравить сейчас Улана, Айбека. Ваши работы на самом деле достойны
уже оценки высокой даже в самом начале. Это очень хорошая заявка на лидерство во всем конкурсе. Поздравляю вас еще раз, ребята. У нас приходится выделить еще 2 человек из оставшихся 4. Это Айгерим и Максат. Это несомненный лидер и сегодняшний аутсайдер, к сожалению. Несомненным лидером, даже в тройке лидеров, мы сегодня признали Максата. Айгерим, аутсайдерство – это только первая ступень к победе. Мы желаем тебе успехов. Остаешься. Остаешься. Поэтому дальше больше усилий, больше работы над собой. И я тебе желаю в следующих проектах победить. Хорошо? Айгерим, я знаю, что ты сильная девушка, я знаю, что у тебя все получится, да, и каждый шаг для тебя и для нас что-то новое, да, открытие должен быть. Я желаю тебе удачи, все будет хорошо. На этой неделе самым сильным стал Максат, а самым слабым стал Айгерим. Но наши эксперты вынесли решение оставить ее в проекте, чтобы у нее была возможность проявить себя в следующем этапе. Увидимся на следующей неделе на канале НТС. Это проект «Платформа». Я Алтынай Мельбекова. До встречи!